В Ингушетии замедлился рост цен на продукты первой необходимости. Об этом сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Цитата. «В мае был подписан меморандум с торговыми организациями о стабилизации цен на продукты первой необходимости. Эти меры уже дали результат. Рост цен замедлился. Важно отметить, что торговые сети, присоединившиеся к соглашению, сохранили минимальные наценки. Благодаря этому семьи, особенно с детьми и пенсионеры, почувствовали меньшее давление на свой бюджет. Для Ингушетии, где значительная часть расходов домохозяйств уходит именно на продукты питания, такая поддержка имеет особое значение. Вместе с ограничением торговых наценок мы параллельно усиливаем меры по развитию сельхозпроизводства, улучшению логистики и созданию условий для местных производителей. Это системный подход, который позволяет удерживать цены от необоснованных скачков». В Назране состоялось торжественное открытие школы креативных индустрий. На мероприятии присутствовали вице-премьер Ингушетии Хаджибекир Муталиев, министр образования и науки Ахмед Башир Цароев и министр культуры Залина Альянова. Образовательный центр был создан благодаря федеральному проекту, придуманному в России на базе детской художественной школы Назрани. Почетные гости, руководство школы и кураторы проекта прошли по всем классам и лично ознакомились с условиями, созданными для развития юных талантов. Они отметили культурно-творческий потенциал, инновационность и актуальность школы, а также ее соответствие образовательным стандартам. В Магасе на территории Башни Согласия состоялся гастрономический фестиваль. В его рамках прошел конкурс по двум номинациям – «Лучший ингушский мед» и «Лучшая домашняя халва». Участники конкурса – предприятия общепита, пчеловоды и домашние кулинары. Их старания оценило компетентное жюри. Победителей и призеров наградили дипломами и денежными призами. 27 и 28 сентября в Ингушетии в 7-й раз пройдет международный марафон «Джейрах». Для участников подготовлены разнообразные дистанции – детские забеги, экотропа к водопаду, а также маршруты от 4 до 42 километров для взрослых с разным уровнем подготовки. На мероприятие необходимо зарегистрироваться на сайте russiarunning.com. Для наставников предложили ввести налоговый вычет. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов. Разработчики выразили уверенность, что для более широкого распространения института наставничества нужны дополнительные стимулы. Поэтому они предложили установить для работников, помогающих коллегам овладеть профессиональными навыками, налоговый вычет в 18 тысяч рублей. Аналогичная льгота сейчас полагается за сдачу норм ГТО. Согласно документу, налоговая служба сможет применять вычет не ранее месяца, в котором завершается срок наставничества, указанный в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Прием заявления на восстановление набора социальных услуг продлится до 1 октября, напомнили в Минздраве Ингушетии. Подать документы можно в территориальных отделениях Пенсионного фонда России или через портал Госуслуги. Набор социальных услуг – это часть государственной социальной поддержки, предоставляемая федеральным льготникам. Гражданин, отказавшийся от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации, лишается права на бесплатные лекарства и санаторное лечение. Восстановить право на НСУ можно только подав заявление в установленные сроки. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году, сообщила пресс-служба правительства. В следующем году россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, 4 ноября и 31 декабря. Как уточняется в сообщении, в новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 9 января и четверг 31 декабря соответственно.